уничтожить Болото и его команду. Вот их мозги заняты этим. Поехали. Несмотря на заявления Бекешева и публикации в СМИ, 24 марта, буквально неделю-две назад, единственным учредителем... В понедельник мы выпускаем расследование Арталика Капарова о первых начальных шагах в победах в гостендерах сыновей Ташиевых. Позавчера это было выпущено, а вчера меня уже позвали просто по другому делу подписать заключение экспертов по нашим компьютерам. В компьютерах ничего не нашли. Вот. Ну, как и предполагалось, видеорегистратор, который все записывал, как они подкидывали мне наркотики, жесткий диск оказался испорчен. Но это отдельная тема. Они вызвали ознакомиться с экспертизой по нашим ноутбукам. Вот. И, ну, как, не знаю, это у них принято, что ли. И они такие, все подписали, и такие, раз, вот тебе еще 3 новых дела. Давай все подписывай. Ну, и, естественно, мы с адвокатом возмутились. Но... Они говорят о том, что якобы я подделал или не я подделал, то есть там формулировка непонятная, военный билет и какое-то временное удостоверение, которое я в жизни не видел в глаза. Да? Реально абсурдно, потому что по 2 статьям сроки давности давно истекли, они, то есть их в принципе не должны были возбуждать. Да? А по одной статье незаконное пересечение границ, которые вчера открыли, сразу после выпуска нашего расследования про Ташиева. Для того, чтобы передать в суд, нужно, чтобы мы ознакомились и чтобы мы воспользовались своими правами об ходатайстве. Они хотят этого нас лишить, чтобы мы быстро ознакомились и отправили в суд. Принятие законопроекта о госзакупках на примере Дашкова, Абдулгаева, Тюмень. Можно заниматься бизнесом, не участвуя в гостендерах, да? Не подставляя своих родителей. Но, тем не менее, у нас как получается, что дети чиновников почему-то очень, скажем, талантливые бизнесмены именно в каких-то связанных с госзаказами, где очень большое влияние государства. Да? Я не держу обид ни на кого, ни на следователей, ни на судей, ни на прокуроров, даже ни на Ташиева я не держу никакого зла. Потому что я понимаю, что мои личные интересы, моя личная месть, моя личная вражда – это на втором плане. На первом плане это та коррупция, которая разъедает страну снизу доверху, мешает развитию и превращает ее в нищую страну. Да? Эти все гонения, они максимум делают мне рекламу, но на самом деле это достаточно грустно, да? Что, вообще раскрывает маски всех тех людей, которые там сидят. Сыновья Шаирбека и Камчыбека Ташиевых только-только начали работать по государственным закупкам. 19-летний предприниматель Эмирбек Шаирбекович является сыном Шаирбека Ташиева и намерен выиграть государственные тендеры.